Вода. Она праматерь жизни на земле. В горах у воды своя судьба, свой характер. То ей вот так струиться по скалам, то, слившись в ручейки, лететь с отвесной кручи, завораживая и чаруя. Живая она, вода. Территория Северной Осетии исключительно богата минеральными источниками. Здесь имеются аналоги известным минеральным водам нашей страны и зарубежным. Геологами Северной Осетии на территории республики изучено более 200 минеральных источников. Разведаны и утверждены запасы 6 месторождений минеральных вод, различных по своему химическому составу, температуре и бальнеологическим свойствам. Это создает неограниченные возможности для расширения курортного строительства в Северной Осетии. Богата и красива природа Северной Осетии. Здесь, на сравнительно небольшой территории, 8000 квадратных километров, встретятся вам самые разнообразные ландшафты, и величественные заснеженные горы, и глубокие живописные ущелья с каскадами голубых рек, и густые массивы леса, переходящие в роскошные альпийские луга. Климат, благодаря исключительно чистому, озонированному воздуху, отличается целебными свойствами. Он сухой, безветренный, с большим количеством ясных солнечных дней. Северная Осетия – край целебных минеральных вод. По насыщенности минеральными источниками республика занимает одно из первых мест в стране. Здесь их более 200, и многие уникальные. Ряд источников по своим бальнеологическим, лечебным свойствам, химическому составу воды и газа аналогичны водам Мацесты, Боржоми и Ессентуков. Здравница Томиск заслуженно снискала всесоюзную славу. Здесь успешно лечат ревматизм, заболевания опорно-двигательной системы, а в детском санатории – холецистит. Сероводородные источники Томиска по своим лечебным свойствам не уступают водам таких знаменитых и прославленных курортов, как Пятигорск, Сочи, Мацеста. Заболевание мое, именуемое врачами остеохондроз, для меня является, возможно, отголоском войны Великой Отечественной, в которой мне пришлось участвовать. И даже, и наверняка, потому что часто болеют, она является профессиональным заболеванием машинистов на железнодорожном транспорте. Вот.
Совет врачей приехал сюда для того, чтобы несколько подкрепить свое здоровье. Düre kuştafası, tangbire kuşta, aham adam tazifiyet tunaj, aham adam ta, ama kasta... На моей памяти сюда приезжали с костылями, а уезжали без них, говорит один из старейших работников санатория. На Томиске, непосредственно на территории санатория, выведены ценнейшие лечебные сероводородные воды. Утвержденные запасы по этому месторождению могут обеспечить лечебной минеральной водой более 10 тысяч одновременно лечащих больных. Небольшая информация. Первыми пациентами здравницы Томиск были всего лишь 13 человек. А сейчас водные ресурсы источников дают возможность довести число мест здравницы до 10 тысяч. Но и это не предел. В котловине Солнечной долины находится широко известная за пределами Осетии высокогорная здравница Кармадон. Сюда приезжают с Крайнего Севера, Дальнего Востока, Средней Азии, из Москвы и Ленинграда. Еще больше гостей примет Кармадон, когда станет возможным получить по минералопроводу термальные углекислые воды верхнекармадонских источников. Лечебная минеральная вода Верхнего Кармадона является уникальной по химическому составу, газовому составу и температуре. Поэтому разведка этого уникального месторождения, а в последующем транспортировка этой воды по минералопроводу на площадку ныне действующего санатория расширит его профиль и увеличит его перспективу развития. Рождение здравницы связано с Ленинским декретом о национализации курортных мест и использовании их в лечебных целях. В дореволюционной Осетии не было ни одного курорта или санатория. А в первые годы советской власти здесь было лишь несколько самолечебниц с земляными лунками вместо ванн. Строительство Кармадона продолжается. Будущее курорта, оснащенные самым современным оборудованием, новые бальнеологические корпуса. Спасибо за возвращенную радость полноценной жизни, говорят отдыхающие, уезжая из санатория. И это самая высокая похвала коллективу здравницы. Интересным и перспективным для курортного строительства является район Зарамак-Нар-Тиба. Он непосредственно примыкает к участку строительства Зарамакской ГЭС. В непосредственной близости от этого района проходит трасса Транскавказской магистрали. Этот район является редким по сочетанию здесь минеральных вод. Здесь разведано 3 месторождения лечебных минеральных вод.
Типские минеральные источники по своим бальнеологическим свойствам аналогичны известным водам Боржоми и Бжни. Минеральные воды тип 2 по своим бальнеологическим свойствам аналогичны известным водам курорта Трусковецк. Зарамакские воды аналогичны минеральным водам Ессентуки. Имеются здесь минеральные воды типа кисловодского нарзана. Вот такое уникальное сочетание различных по своим качествам и бальнеологическим свойствам минеральные воды, климатические условия, природные условия позволяют здесь создать крупную здравницу. Исследования, проведенные Северо-Осетинским государственным медицинским институтом, подтвердили высокие лечебные свойства типских источников. Подобно водам Нафтуси, они эффективны при лечении мочекаменных заболеваний и холецистита. Будущий санаторий ТИП раскинет свои корпуса на высоте 2000 метров над уровнем моря. ТИП уже и сейчас имеет своих многочисленных поклонников и знатоков. Сюда за живительной водой приезжают издалека. Сказочная красота гор, воздух, настойный на хвойном аромате, пенистые водопады. Здесь пересекаются маршруты многочисленных туристских троп. Горы Северной Осетии – всесоюзная здравница. Интересный эксперимент был проведен в 1972 году. На территории турбазы Урздон в небольшой водолечебнице для ограниченного контингента было организовано лечение местными минеральными водами. Эффективность лечения водами источника Урздон, радикулита, невралгии, хронического гастрита, гепатохолецистита превзошла все ожидания. На южной окраине города Орджоникидзе раскинулись корпуса санаториев Осетия и Ридант. Закончена десятилетняя работа гидрогеологов в районе санатория Осетия и Ридант. Здесь после длительного периода разведки выведены на поверхность ценные лечебные воды, аналогичные минеральным водам Мацесты, Сергиевским минеральным водам в Куйбышевской области. Количество полученной лечебной минеральной воды позволяет здесь построить здравницы с одновременным лечением более 8000 больных. Я раньше слышала об Осетии, Северной Осетии. И вот когда у меня появилась первая же возможность поехать, то я с удовольствием поехала по этой путевке. И вы знаете, все мои ожидания оправдались. Мне все очень нравится. Чувствуешь себя лучше, легче дышится. Может быть, все это связано с чистым воздухом горным. Вот. И еще мы ездим, конечно, в горы ездили мы в Кабанское ущелье. И самое главное, там очень понравилось, так это скала «Пронеси, Господи». Эта скала очень уж, если честно, то она очень там страшно проезжать под ней.
Вот. Все здесь, конечно, это даже неописуемо. И все это запомнится, конечно, на всю жизнь. В санатории специализируются на лечении заболеваний органов кровообращения и функциональных болезней нервной системы. После открытия новых месторождений минеральных вод возникла перспектива развития курортов города Орджоникидзе, столицы Осетии, в курортно-оздоровительную зону союзного значения. Всенародные здравницы – одно из главных завоеваний страны Советов. Среди социальных задач нет более важной, чем забота о здоровье советских людей, говорил генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССр Леонид Ильич Брежнев на 25-м съезде Коммунистической партии. Перспектива развития курортов Северной Осетии – это не только расширение старых здравниц. Имеется до десятка новых месторождений минеральных вод, рекомендованных для первоочередного изучения и использования. Когда-то на древней земле Осетии был богатырский народ нарты. Силой они обладали неиссякаемой, и дарила эту силу вода нартская. И до сих пор бежит эта вода бесчисленными струями по расщелинам скал, вырывается из-под камней, гейзерами бьется у подножья гор, водопадами низвергается с утесов. И как в древних легендах, и ныне называют ее в народе живой